Всем привет! Меня зовут Саида Нариман. Я мама двух подростков и не понаслышке знаю, что такое подростковый кризис. Моему старшему сыну 19, а дочке 15 лет. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему поддержки подростков. Вот 5 основных советов по родительской вовлеченности и поддержке подростков. Поехали! Первое. Будьте доступны и внимательны, показывайте, что вы всегда готовы выслушать и поддержать вашего подростка. Это включает в себя время на общение и готовность внимательно слушать без поспешных суждений. В современной жизни очень сложно выделить специальное время для того, чтобы провести его с вашим ребенком, но у вас всегда есть возможность сходить вместе за покупками, прогуляться с собакой, либо даже замутить совместную генеральную уборку. Воспользуйтесь этими моментами для того, чтобы в непринужденной обстановке обсудить с вашим ребенком то, что ему сейчас очень важно. Второе. Участвуйте в их жизни, проявляйте интерес к их увлечениям, друзьям и школьной жизни. Это очень помогает строить доверительные отношения и показывает вашему ребенку, что его жизнь важна для вас. Общайтесь с его друзьями и одноклассниками. Поверьте мне, ребенок вас с радостью поддержит. Еще я пользуюсь классным лайфхаком. Периодически я приглашаю подруг и друзей своих детей домой. Просто на просмотр фильмов или покушать пиццу. В это время я ухожу по своим делам, чтобы им не мешать. Но тут есть два огромных плюса. Первый, я знаю, где мой ребенок. Второй, я знаю, с кем он. Третье. Поддерживайте и мотивируйте. Поощряйте их усилия и успехи. Даже если они кажутся ребенку незначительными. Ваша поддержка сможет воодушевить и мотивировать их на достижение целей. Но если вдруг ваш ребенок не хочет быть достигатором, не гнобите его, ставя в пример сына своей подруги. Просто примите его любым. Позвольте ему быть просто вашим ребенком. Этого достаточно, чтобы его любили безусловной любовью. Четвертое. Предоставьте им некоторую автономию. Давайте вашему подростку возможность принимать самостоятельные решения и, самое главное, нести за них ответственность. Это очень важный аспект для развития и самоопределения. Нам очень помогло вести личный бюджет. Финансовая грамотность – первый шаг к самостоятельности на этапе взросления и сепарации. И последнее. Помните, что родительская вовлеченность и поддержка – это ключевые факторы, помогающие нашему ребенку успешно справляться с вызовами этого периода жизни.